Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 27 марта, февраля на 27. Смотрим мы с вами на колоде «Цыганский пасьянс». Почему? Потому что день у нас с вами обещает быть мирным. Он будет идти под арканом «Мир». Все должно быть тихо, спокойно, без каких-то приключений, проблем, неприятностей и сложностей. Карта «Мир» у нас это карта, которая советует вообще как бы остановиться в этот день, расслабиться, просто оглянуться вокруг, посмотреть, да, что уже вот как бы на носу весна, начинает, да, там природа потихонечку просыпаться, солнышко появляется, птички поют, то есть как бы, знаете, как остановить эту свою бурную деятельность, переключить внимание с забот, с хлопот, с дома, с детей на просто на какой-то вот мир и оглянуться, посмотреть, где мы живем. Ну, сейчас мы еще посмотрим, что нам карты покажут. Да, возможно, опять же, если какие-то даже сложности будут, то по карте мира они должны разрешаться легко. Ну, будем сейчас смотреть. Значит, первые овны. 27 февраля, пятница. События дня овны. Как у них пройдет этот день? Какие основные события будут такие самые интересненькие у овнов в пятницу? События. Ну, первое, что я вижу, это бабочка. Удача. Удача может быть. Еще, я думаю, может сегодня частенько выпадать, знаете, что это успех, лавровый венок. Ну, вот у вас он не выпал, одной картой разделился. Удачно может разрешиться какой-то конфликт. Вы можете помириться. По карте «Мир» тоже вот часто примирение между теми, кто конфликтовал, ругался, враждовал. Вот видите, если был конфликт с каким-то влиятельным человеком, с какой-то организацией, возможно. Дорога. Еще есть здесь второй вариант – расческа, неприятность. Поэтому как вариант, если вы первую расческу увидели, может она проиграться. Я увидела машинку. Также есть месяц. Лебедя нельзя. Ну, сейчас пробегусь, посмотрю еще горизонталь, вертикаль. Подарок нельзя. Не вижу. Значит, смотрим, у вас получается в этот день деловой разговор может быть. Деловой разговор, видите, у нас выпадает влиятельный человек. Деловой разговор, какой-то влиятельный человек, но рядом ложится конфликт, споры, разные мнения, разногласия, удача. Поэтому, возможно, не знаю, там как-то удачно, если какие-то споры будут, конфликты, то все это вы удачно разрешите. Месяц события, которые имеют цикличность и постоянно происходит. И также еще может быть дорога в этот день. Вот такие события. То есть предупреждение, только постараться избежать конфликта и споров в этот день. Благодарю за внимание, овны. Переходим к тельцам. Так, сейчас мне надо так сложить, чтобы они не повторялись. Все, тут нет. Поехали. Значит, тельцы. 27 февраля. События дня. Тельцы. Пятница. Как пройдет пятница у тельцов? Основные события меня интересуют. Подарочек. Первое, что я вижу. Подарочек. Ножницы. Конвертик нельзя. Расческа. Бокал.
Так, поехали. Смотрим, что у нас с вами. Горизонталь, вертикаль. Есть, нет? Ну, я не нашла. Получается, я вижу только 4 события. Первое, подарочек можете получить, ну или подарить, можете и дарить. Может решиться какой-то вопрос, ножницы в этот день успешно по карте мир. Дальше бокал, это ну, застолье какое-то, какие-то посиделки там и так далее. И есть одно негативное событие, расческа, это неприятность. Возможно, неприятность будет связана с застольем, как вариант, еще так как они вместе выпали. Ну, неприятность, к сожалению, есть. Но опять же, решение вопроса, даже если что-то произойдет, как я вам сказала, по карте мир все должно удачно разрешиться в этот день. Все вот эти сложности и неприятности. Благодарю за внимание. Тельцы, переходим к близнецам. 27 февраля, 27 февраля, события дня. Близнецы. Угу. Значит, первое событие бабочка. Ой, две взяла. Ну, что-то как-то вас тут не сильно прям балуют событиями. Ага, и бокал есть. О, солнышко. Хорошо. Угу. Корабль. Ну, в принципе, 4 события не так и мало в итоге. Есть еще метла. Ссора, бокал, застолье, радость. Споры. Ну, тут скорее даже не ссора, а споры по метле идут. Ну, может быть, знаете, как часто бывает на каких-то мероприятиях, да, разные мнения. Так, здесь нет. Значит, смотрите, что получается. В этот день может быть деловой разговор у вас с кем-то, деловое общение, решение вопроса, ожидание может быть, радость, хорошее настроение, ну, возможно, радость от решения вопроса, застолье, ну, какое-то мероприятие, тусовочки и небольшая ссора может быть в этот день. Метла. Ну, иногда метла показывает еще уборку. Может быть, вы там в пятницу решите уборочку затеять. Как вариант, может быть так. Такие события для вас на пятницу. Благодарю за внимание, близнецы. Переходим к ракам. — 27 февраля. События дня. Раки. — 27 февраля. События дня. Раки. Угу. Сразу же подарок. Месяц. Книгу нельзя, корону можно.
Угу. Молния. И второй вариант еще цепь тоже тут есть. Видите, можно и цепь соединить, смотря что вы первое увидели. Я увидела молнию. Цепь — это нерешенный вопрос. Кораблик. Ожидание. Подкова. Маска, обман. Кстати, информация, которая может прийти в этот день, она может быть какой-то ложной по маске. Так, замочек нельзя. Поехали, смотрим периметр. Нет, 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 нет. Значит, получается, в пятницу у вас выпадает подарок. Общение с влиятельным человеком, корона. Дальше события, которые имеют цикличность. Возможно, это вот там раз в неделю, допустим, или раз в месяц вы с ним встречаетесь. Ожидание будет в этот день. Кого-то будете или что-то ждать. Удача, везение будет на вашей стороне. Получите какую-то новость, она может буквально шокировать. Молния — это, как говорю, гром среди ясного неба, неожиданная. И рядом ложится маска, обман. Также в этот день вас могут обмануть. Будет это связано с этой новостью или нет, но это вопрос такой. Может быть, как вариант, но это может быть какой-то другой обман. Но опять же, обман — это может быть, допустим, и какая-то информация там в телеграм-каналах, да, прочитали, это обман. Это может быть просто там кто-то вас не специально обманул. Да, там, может, конечно, специально. Иногда вот люди одевают на себя маски, там прикидываются хорошими, а нам желают зла. И такое может быть. То есть тут вот как бы нужно иметь в виду, что может быть по-разному, да, когда выпадает маска. Предупреждение — это маска у вас на этот день. Благодарю за внимание, раки. Переходим к львам. — 27 февраля. Львы, события дня, пятница. Угу. Так, роза. Не вижу событий. Так, смотрим горизонталь, вертикаль. Есть молния по горизонтали. Так, теперь смотрим здесь. Не нашла я, не вижу. Если вдруг вы что-то найдете, в принципе, в этой колоде, видите, есть обозначение событий. Я нашла только два для вас. Первое — это свидание, приятная встреча может быть. И второе событие — это молния, получение какой-то новости, которая может вас сильно удивить, даже иногда шокировать. Поэтому два таких события. Потом у вас будет такой очень бессобытийный, даже можно сказать, день. Одна приятная встреча и одна новость. И все события на этот день. Благодарю за внимание, львы. Переходим к девам. Так, теперь смотрим, что у дев. 27 февраля. События дня девы.
Первое событие и колодец выпал. Кровать. Так, сейчас секунду. Так, оборвалось у меня видео. Смотрим дальше. Угу. Ключ. Угу. Конверт. Цветочек. Здесь не вижу. Значит, смотрите, что выходит. У вас выпадает печаль в пятницу, разочарование, печаль, интимная связь, получение новостей, важный день и исполнение желаний. То есть 4 события хорошие, исполняется желание, да, может быть там какие-то отношения личного характера, может быть какие-то новые возможности, ключ еще открытые двери. И карта мир, кстати, тоже может давать вот эти открытые двери, буквально весь мир перед вами открыт. Новости. Ну вот почему это печаль? Ну, видите, вокруг нет никаких событий, поэтому она, в принципе, может даже вас не касаться. Это может быть какая-то информация, вы получили, там 5 минут переживали и забыли, как вариант, может быть и так. Потому что обычно рядом ложится какое-то событие, становится понятно, что из-за этого, да, то есть мы четко видим, что из этого идет печаль. Ну, тут я не вижу, из-за чего она. Такая вот информация для вас, девы. Благодарю за внимание. Переходим к весам. — 27 февраля. Весы. Первое. Корабль. Ожидание. Сердце нельзя, к сожалению. Конфликт. Мечи. Тайная встреча. 2 кольца. Угу. Неприятность. Ну, неприятность, понятно, что, скорее всего, неприятность — это конфликт. Ну, что как-то у вас не очень день складывается. Вроде бы такой аркан позитивный. Так. Нет, я не вижу совпадений по периметру. Получается, у вас в этот день 4 события. Первое событие — ожидание кого-то или чего-то будете ждать. Второе событие — тайная встреча, может быть. Это может быть у вас, а может быть от вас у кого-то тайная встреча. Неприятности, конфликт. Поэтому вот ваша задача, видите, избежать конфликта. Ну и понимать, что может быть какая-то тайная встреча в этот день. Ну, такие события, весы. Как-то у вас не очень. У многих знаков, в принципе, хорошие события повыпадали. У вас тут как-то день не очень сложился. Благодарю за внимание. Переходим к скорпионам. — 27 февраля. Пятница, события дня, скорпионы. Угу. Чемодан, первое событие сразу.
подсвечник. Сердце нельзя. Угу. Сундук с деньгами. Корабль. Солнце. Ну, большинство событий хорошие. Череп нельзя. О, есть негативное событие, расческа. Одну вот еще пропустила книгу. Так, давайте посмотрим здесь. Чашку нельзя. Получается, у вас в пятницу выпадает временная разлука, расставание с кем-то или встреча после разлуки, если вы сейчас в разлуке. Надежда, посещение госучреждения, финансовые поступления, ожидания, радость, хорошее настроение и неприятность. Ну, я думаю, что неприятность разрешится здесь, потому что иначе не было бы солнца, не было бы радости. Но, в принципе, и у других знаков тоже видно, что вроде как что-то происходит, но быстро ситуация меняется. Может быть, опять же, неприятность в этом казенном доме, да, в госучреждении – это ожидание. Это и есть неприятность. Вы думали, что придете за 3 минуты и все сделаете, а оно как-то все так затягивается, вы там, не знаю, час-полтора проведете. Может быть, это и есть неприятность. Ну, вот как-то так. В общем, какая-то неприятность может быть. Ну, как говорится, все эти неприятности мы переживем. Благодарю за внимание. Переходим к стрельцам. Так, стрельцы. 27 февраля. Пятница. События дня, стрельцы. Первое, что я вижу, это машина. Дом. Угу. 2 кольца. О, успех. Либо второй вариант еще был подарок. Тоже можно было соединить или лавровый венок, или подарок. Так, ну и 2 сердца тут у вас есть. Молния. Кораблик по горизонтали. Ожидание любви любимого человека. Цыпленка нельзя. Розу нельзя. Нет, нет, нет. О, есть сундучок еще. Супер, отлично. Здесь нет, здесь нет. Значит, смотрите, что у вас выходит. У вас выходят какие-то домашние дела в этот день. Дом выпал. Поездка, финансовые поступления, успех в делах, любовь, ожидание, тайная встреча и какие-то супер новости. Это молния, это всегда какие-то неожиданные, как с гром среди ясного неба. Вот такая какая-то информация может прийти в этот день. Хорошая или плохая, тут я не знаю. Это может быть и супер классная новость, да, которая там может удивить, ошарашить, так и не очень приятно. То есть будет понятно только, когда уже день пройдет. Ну, в общем, вот такие события для вас. У вас тут, видите, хорошо и в любви, и поездка, и в делах, и в финансах успех. Так что под вопросом только, что это будет за новость. Благодарю за внимание, стрельцы, и перехожу к козерожкам. Так, козероги, поехали. 27 февраля. События дня, козероги.
27 февраля, пятница. Как день пройдет для козерожек? Сразу мешок с деньгами выпадает. Угу. Сердце. Деньги, друзья. И сундук. У вас выпадает, опять же, смотрите, и финансовые поступления, и финансовые расходы. То есть плюс-минус. И минус может быть связан с друзьями. Флаг нельзя, к сожалению. Соединить хорошее событие, но нельзя. Так. О, любовь. У вас тут и друзья, и любовь. Все вместе. Здесь нет, здесь нет. Нет, нет. Ножницы тоже есть. Хорошо. Слушайте, хороший день. А, не, рыба еще есть. Эх, рыба нам все подпортила. Такие все хорошие события были. Значит, выпал мешок с деньгами. Ну, часто показывает больше расхода, чем поступления. Но вам выпали поступления, сундук. Поэтому доходы, расходы, общение с друзьями, личная жизнь здесь будет. Все хорошо, любовь, романтика. Может решиться какой-то вопрос. И в конце дня выпала рыба. Рыба — это обычно скользкое какое-то дело, хитрость, какие-то махинации, аферисты, мошенники. То есть вот все, что связано с этой темой, это у нас показывает рыбка. Но есть одно но. Иногда рыба — это просто рыба. Ну, допустим, вечером вы ужинаете, ну, какая-то супер вкусная рыба. Готовите рыбу, идете ловить рыбу, там, может быть, там, не знаю, на рыбалку, едете в пятницу, не знаю, там, или идете там на рыбок смотреть куда-то. Так что здесь вот может проиграться вот таким образом. Не обязательно это мошенники. Но если вдруг в пятницу вечером, да, кто-то по телефону, да, кто-то там начинает у вас выманивать деньги, то тоже имейте в виду, что это в принципе могут быть мошенники. Тем более, у вас, видите, мешочек-то выпадает, что деньги вы можете потерять в этот день. Так что имейте это в виду. Ну, вот это единственное такое вот предупреждение. А так, в целом, много хороших событий у вас. Благодарю за внимание, козероги. Переходим к водолеям. «27 февраля. Водолеи. События дня». Ой, ну у вас первая маска выпадает. Угу. Казенный дом. Тайная встреча. А может быть обман. То, что встреча тайная, это и есть обман. Бокал. Ножницы. Вот видите, у многих сегодня вопросы решаются. Решаются успешно. Потому что карта мир всегда дает успешные. Да, особенно те вопросы, которые долго вы не могли. Да, вот нерешенный вопрос, там, не знаю, длился месяцами, годами. Вот может в этот день решиться, потому что карта мир, завершение этих циклов долгих. Ну, есть еще роза. Так, давайте пробежимся, посмотрим с вами горизонталь, вертикаль. Ну, не вижу. Ни горизонталь, ни вертикаль. Получается, в этот день выпадает посещение госучреждения, тайная встреча, нерешенный вопрос, который решается.
ножницы выпали. Может быть приятная встреча также в этот день. Да. И бокал. Бокал — это вот приятная встреча. Ну, может, где-то кафе, ресторан, какой-то романтический ужин дома там и так далее. Я думаю, что это одно событие. И предупреждение. Предупреждение — это маска. Маска — это обман, мошенничество, да, какие-то. То есть, когда люди одевают на себя маски, играют роли, прикидываются, в общем, и так далее. Поэтому тут надо быть осторожными. Иногда у маски есть и позитивное значение. Она может проигрываться, допустим, посещением косметолога. Это тоже может быть маска. Или же вместе с бокалом это может быть посещение театра, стендапа, то есть мы куда-то идем, хорошо проводим время, развлекаемся, да, то есть и смотрим, как люди играют какие-то роли. Вот тоже может вполне быть какое-то представление, допустим, в этот день. Поэтому не всегда маска — это плохо, да, тем более, когда у нас еще идет влияние хорошего аркана в этот день, то часто вот эти негативные события, они смягчаются, да, и показывают, как бы другие события. Поэтому будем надеяться, что оно проиграется вот так. Благодарю за внимание, Водолей. Переходим к рыбкам. Сейчас будем смотреть, что у рыб. Так, остались у нас рыбы. 27 февраля. События дня рыбы. Рыбки, пятница, 27 февраля. Как пройдет день? Угу. Рыба выпадает. Ну, надеюсь, рядом не выпадет плохих. Нет, скорее всего, как раз это хорошее событие будет. Свидание и рыба на свидании. Может быть, это вы на свидании. Ну, или какая-то вкусные морепродукты. Солнышко нельзя. Не вижу я что-то событий. Ой, еще колодец выпал в конце дня. Тоже непонятно причина. Так, сейчас еще посмотрю. О, хорошее событие. Этому мы рады. Здесь нет, здесь нет. Нет, нет. Не вижу я совпадений. Получается, я нашла 4 события. Первое — рыба. Но обычно рыба, основное ее значение — это скользкие делишки, когда вас втягивают в какие-то истории. И надо быть всегда осторожным. То есть это как предупреждение карта. Но так как рядом выпала карта свидания, то, возможно, как я уже сказала, это просто будет какая-то вкусная рыбка на свидании. Дальше приятная встреча, свидание, финансовые поступления, да, 2 события классных, и глубокая печаль. Но опять же, тут непонятно. Может быть, это будет связано с этой рыбой, если она проиграется негативно. Может быть, вы как знак такой эмоциональный, может быть, что-то там где-то прочитаете, увидите, услышите, вас это тронет, да, до глубины души, но это может вас не касаться, потому что событий рядом нет. По крайней мере, и уже из опыта, да, я знаю, что если рядом ложится событие, часто, вот эти переживания с ним связаны. Если вокруг событий нет, то обычно это нас не касается. Всякое бывает, поэтому, может быть, у кого-то, конечно, проиграется так, что это ваши какие-то переживания из-за ваших событий будут. Дай бог, чтобы это, да, что-то было неважное, незначительное. Или вообще этого не было, да, в идеале, чтобы это вообще не было. Так что, а может быть, какой-то фильм будете смотреть в пятницу вечером, он вас прям тронет, да, до глубины души. Может быть, вы как знак эмоциональный, вы, да, вот можете всплакнуть на фильме, на просмотре. Так что, рыбки, такая информация для вас на пятницу. Значит, перед тем, как прощаться, сейчас, секунду. Так, рыбки, отвлекли меня, забыла вообще даже, что я вам рассказывала, на чем закончили. Помню, что все рассказала.
Хотела вам сказать перед тем, как прощаться, те, кто родился 27 февраля, рыбки, я вас поздравляю. И у вас начинается очень классный год. У вас будет идти год под арканом Мир. Это год, во-первых, это завершение большого цикла вашего жизненного, и у вас начинается скоро новый. Будет следующий год нулевой, а потом единичка будет. Поэтому вы на пороге, скажем так, можете быть масштабных изменений. Также по карте Мир это может быть расширение границ, переезд в другую страну, желание пойти учиться. Это может быть поездка за границу, кстати, бывает часто по карте Мир первый раз. Или, допустим, если это не первый раз, то это может быть новая страна какая-то. То есть когда мы расширяем горизонты. Также в этот год у вас может появиться какой-нибудь, например, друг, знакомый с других стран, там, с другим мировоззрением, с другим воспитанием. Знаете, вот когда ты общаешься с человеком, и ты понимаешь, что он тебя, для тебя открывает какие-то новые границы. То есть ты такого даже не думал, не представлял, а такое вот в мире есть. Вот это вот идет по карте Мир. Так что у вас будет очень-очень-очень интересный год. У меня есть видео «Карта года» на канале. Вы можете зайти послушать. Я там подробнее рассказываю. Это я так бегло, просто быстро там рассказала вам. Но если сильно интересно, можете послушать. Вот такая информация. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.